Вітаю, час новин на АТР. Сьогодні 8 липня, п'ятниця, це 862-й день анексії Криму. Кримські політв'язні потерпають від недуги у СІЗО. Про це повідомив адвокат одного з них Еміль Курбедінов. За його даними, один з в'язнів, Зеврій Апсеїтов, кожного разу на засідання суду приносить з собою тонометр, аби контролювати свій кров'яно-артеріальний тиск. В інших підсудних Енвера Мамутова, Ростема Абільтарова та Ремзі Меметова теж не гаразди зі здоров'ям, однак всі вони пробудуть під вартою до 11 жовтня. Їх 4 судять за нібито причетність до забороненої в Росії організації Хизбут Тахрир. Мой подзащитный Энвер Мамутов содержится в одиночной камере. Еще один подзащитный, даже находясь в клетке, держал с собой тонометр, потому что у него постоянно скачет давление. И у остальных тоже здоровье оставляет желать лучшего. Вот. На данный момент такая ситуация. Мы собираемся, конечно, с коллегами обжаловать данное постановление в Верховный суд Республики Крым. И я скажу, что, к сожалению, по всем делам, которые являются политическими, мы видим необоснованные аресты. Что уж говорить о самих процессах по существу. Я кормились 4 несовершеннолетних детей. Я единственный кормилец в семье. Никогда не совершал содействия, угрожения обществу. Деятельности, которые отношения, я не являюсь его членом, я не занимался вербовкой, чем там это самое. В чем меня обвиняют, поэтому никуда я не собираюсь скрываться. Как всегда, доводы следствия были основаны лишь на предположениях, каких-либо фактических доказательств представлено ни суду, ни следствию не было. Это различные справки оперативно-розыскных мероприятий, это предположение о том, что они могут скрыться, могут влиять на свидетелей, уничтожить доказательства и так далее, и так далее. Также абсолютно в материалах дела нет никакого документа, который бы подтверждал обоснованность самого подозрения в отношении всех 4 обвиняемых. Ахтема Чийгоз засудять за те, що він патріот, а не зрадник. Переконані батьки ув'язненого заступника голови Меджлісу. Вони запевняють, що причетні до репресій щодо їхнього сина будуть покарані. Ахтему Чийгозу закидають організацію мітингу 26 лютого 2014 року під стінами Верховної Ради Криму. Його затримали у січні 2015-го. З того часу триває суд. Проросійських активістів, що теж брали участь у мітингу, до відповідальності не притягли. Сам Ахтем Чийгоз та його близькі вважають справу 26 лютого суто політичною. За то, что он любит свою родину, и он сильный, и он не предатель, его посадили и маринуют там. У меня одно желание. Пусть кто виноват в том, что мой сын там сидит, и его не пускают оттуда, пусть ихние мама и папа увидят то, что сегодня чувствуем мы. А это будет, Аллах их накажет. Всех, кто там есть. И Полонская, и Аксенов, и дальше. И кто наши люди туда пришли и стоят и хвалят, которые их сочетают, как он говорил, что за Хурултай, за Крым он болеет, а теперь он говорит, за единую Россию болеет. Вот таких двухличных предателей они приютили. Они от них никогда толку не увидят, народ за ними никогда не пойдет, у них навечно клеймо предатели. Вы думаете, мой сын Ахтем, если пошел туда, его не взяли бы? Взяли бы. Но мой сын Ахтем должен был что сказать? Собрать Хурултай и объявить на Хурултае? А вы собрали Хурултай? Не смогли. Они его держат там, чтобы устрашить весь народ. Где-то им это удается. Многие ничего не боятся, а многие притихли, Не удается. Я вчера выжидают.
В окупованому Криму водії карет швидкої допомоги протестують проти маленької зарплати. На території однієї з міських лікарень Сімферополя відбувся мітинг водіїв Кримської швидкої допомоги. Вони вчергове скаржаться на низьку зарплату і погані умови роботи. Це вже не перші збори працівників цьогоріч, але після попередніх зустрічей з керівництвом мало що змінилося, кажуть водії. Мы возим все. СПИД, туберкулез, инфекцию, гепатит. Все возим. Нам обещали, что будет там молоко. С молоком там что-то не получилось, сказали деньгами. Разговор закончился, тема закрылась, и на этом все закончилось. У нас был оклад 6900 рублей, ну, прибавьте 690 рублей к этому окладу. Получается 7590 рублей. Вот подняли нам, при этом отменив все стимулирующие выплаты. То есть я получил зарплату 10 600 рублей. Это вместе с ночными, с переработками, с праздничными. Работники наши брошены на произвол. То, что мы собираемся коллективом, по концовке ничего, никакие вопросы не решаются. Заработная плата водителей, она формируется, собственно говоря, только из расчета одной ставки. Отсюда у нас получается проблема, когда достичь целевых показателей на сегодняшний день по заработной плате водителей при таком вид базовой заработной плате не представляется возможным. Спочатку міст обвалився, а вже потім його визнали аварійним. Вчора у Керчі обвалилася частина Аршинцевського мосту. Пізніше аварійну ділянку забетонували, проте необхідний капітальний ремонт. Окупаційний голова міста пояснив, що про проблему знає. Містяни давно жалілися на Аршинцевський та Горьковський мости. Планувалося виділити на їхню реконструкцію 440 мільйонів рублів, але гроші не виділяють. Лише тепер обвалений міст визнали аварійним. Из-под моста между двумя балками был вымыт грунт, образовалась пустота и произошло вначале проседание асфальта, а потом его частичное разрушение. Значит, были вызваны сотрудники ГАИ, сотрудники МЧС, значит, и предварительно проведены аварийные работы, то есть эта пустота заполнена щебнем и залита бетоном. Сейчас выставлены посты МЧС и ГАИ для того, чтобы ограничить и скоростной режим по передвижения по мосту. Вот. И сейчас проговорено с ГАИ, чтобы грузовой транспорт пустить вокруг поселка Партизанский, чтобы разгрузить мост. У 100-метровій зоні на Ялтинському узбережжі не припиняється будівництво. Кримський відеоблогер Сергій Псарьов зафільмував нескінченні будмайданчики та невдоволення мешканців. Також Псарьов розповів про огорожі, що з'являються щороку на шляху до пляжу. Как вы тут живете летом? Как отдыхающих пускаете? А как видите, а какие отдыхающие? Кто будет здесь жить? Вот вы рядом с морем живете, у вас отдыхающие есть вообще кто-то? А почему? Как? Сейчас июль месяц уже. Пожалуйста. А сколько здесь до моря от вас? Ну сколько? От того места, где мы сейчас находимся, 100 метров. 100 метров есть? Да. Это 100-метровая зона получается? Да. И свободно идет строительство? Ну как видите? А что строится? Не знаю. Скажите, а люди писали кому-то? Мы уже 25 обращений. А кому именно писали? Да все, мы даже писали в администрацию президента, и ответ пришел, что все переданы местным властям. Они все знают. Приезжают, смотрят, и помощники Аксенова, Шеремет был здесь. Кого здесь только не было. И что Шеремет сказал? Разберемся. Ну а спустившись немножко ниже, мы попадаем именно на то место, где находился всем известный забор, так называемый забор Геншафта. На данный момент, как мы видим, забора нет на том месте, где его неоднократно пилили, валили и с ним боролись. Но забор появился в другом месте, буквально 20 метрами выше. Может, вам помочь? Ничего. Везде бардак, только если вот таких будет активистов побольше, может что-то изменится. Замість кафе – пам'ятник імператорській родині. Прокурор окупованого Криму Наталія Поклонська написала у своєму інтернет-блозі, що замість знесеного наприкінці червня на території Лівадійського палацу кафе «Дубки» найближчим часом з'явиться скульптурна композиція із членами сім'ї імператора Росії Миколи II. Скульптури будуть схожі на ті, що встановлені на місці вбивства царської родини. Ще у Лівадійському палаці з'являться кілька портретів членів
членів імператорської родини. Наталія Поклонська вже не вперше продемонструвала свою неабияку любов до постаті імператора Миколи II та членів його родини. На параді 9 травня Поклонська замість того, аби нести портрет свого родича, що брав участь у Другій світовій війні, понесла портрет Миколи II, стилізований під ікону. Вот мы стоим как раз вот уже практически у разрушенного кафе, которое просуществовало 15 лет, которое радовало как и туристов, так и местных жителей, которые любили здесь скушать мороженое, попить сока и воды. Но, невзирая на все выигрышные решения суда, произошло правосудие по-русски. Господин Аксенов совместно с прокурором Крыма Поклонской дали команду, придумали решение какой-то комиссии по земельным вопросам о сносе данного объекта. Окупований Крим вчергове відвідують французькі делегати. Про це агентство «Спутник» заявив депутат національних зборів Франції Т'єрі Маріані. Французи хочуть приїхати до Криму наприкінці липня, відвідати Сімферополь, Ялту та Севастополь. Делегація на чолі з Т'єрі Маріані вже відвідувала окупований Крим торік у липні. Синьо-жовті кулі сьогодні полетіли до окупованого Криму. Усередині кожної – листівки, як поводитись кримським татарам в період окупації. Мета акції – допомогти тим, хто готовий чинити супротив агресору. Організував акцію кримсько-татарський батальйон імені Номана Челебіджихана. Як проходила акція в нашому сюжеті. Будем дуть, пока не закончится. Я так думаю, что он на территории Крыма как раз. Олексій надуває кульки, трохи повітря, трохи геля, аби кулі не злетіли надто високо. В Криму люди мають отримати з них повідомлення. Нам нужно, чтобы этот шарик летел ниже над землей. Видно было с земли хорошо. Долетали до Крима? Ну да, были очевидцы, которые фиксировали шарик над Крымом. На столі листівки – це кодекс поведінки мешканцям окупованого Криму. Учасники батальйону імені Номана Челебіджихана заповнюють листівками надувні кулі. Зера зараз живе на материку, а всі родичі в окупованому Криму. В руках різнокольорові кулі. Впевнена, це крок до наближення її мрії – повернутися у вільний Крим. На самом деле мы запустили очень много шаров, некоторые уже улетели в Крым, так что ловите их там. Там вы видите листовки с просьбами о том, чтобы все те, кто там остались, не сотрудничали с оккупационными властями. Мы здесь находимся и делаем все возможное от себя, чтобы вернуть Крым в Украину, вернуть Крым крымским татарам. И просим, чтобы люди, оставшиеся там, особенно крымские татары, также постарались сделать от себя все возможное. Вместе мы быстрее вернем Крым. Синьо-жовтими кулями йде Альме. Такі кольори вибрала не випадково. Я взяла желтый и синий, потому что для меня лично ассоциируются эти два цвета и с флагом Украины, и с крымско-татарским флагом. 15 років вона прожила в Бахчисараї, викладала в школі українську мову та літературу. Після захоплення Криму окупантами українська мова стала непотрібна. Приїхала на материк, у Криму залишилися родичі та колеги. Я в Крым не езжу, год уже как. В целом, когда Крым вернется в лоно Украины, это обязательно будет мой Крым. Сейчас это просто чужая власть. В данном случае мы сейчас просто обращаемся не только к крымским татарам, это те украинские граждане, которые остались на территории оккупированного Крыма. Не участвовать в каких-то праздниках, проводимых оккупационной властью, не признавать награды, не признавать, не исполнять гимн и другую символику. По возможности разговаривать на крымско-татарском языке и способствовать развитию языка, культуры в средних школах и в следующих ступенях образования. Така акція проходить вже не перший раз. Організатори впевнені, повернути Крим можливо, якщо об'єднати зусилля.
З Херсонщини Ельвіна Цидбулаєва, Асан Емінов, Заман, АТР.